Смотрите, есть 3 этапа. Понять, запомнить, использовать. Нужно понять, запомнить, а потом использовать. Процесс именно объяснения темы – это моя ответственность. Я вам объясняю тему. Вот вам тема. Процесс запоминания – это ваша ответственность. Это выполнение заданий, это повторение. То есть то, что вы получили, вы должны запомнить, чтобы могли использовать. Понимаете? Без вот этого невозможно использовать. Вы вот этой ответственности избегаете. Вы хотите, чтобы я тему объяснила вам, и чтобы вы сразу использовали и но нет. Если вы не запомнили, как вы можете использовать то, что вы запомнили? Ладно, использование. Я тут создаю условия, там, практические уроки, там, разговорные клубы и так далее. Но если вы не запомнили информацию, вот сюда не зафиксировали, вы не можете это использовать. Вы же не будете ходить на улице с конспектом и повторять тему и общаться. Процесс запоминания многие игнорируют, но это очень важный элемент. Недавно ко мне вот такой вопрос поступил, смотрите, вот говорит, мен теманы түшүндүм го. И мне очень мен орысша сөйлей албай атам. Темалар түшүнбөдүм эмне үчүн. И я вот привела пример. Смотрите, я в ТикТоке посмотрела, как одна девушка очень красиво танцует. Прям музыка, в такт музыки очень красиво танцует. Я посмотрела, говорю, хочу так же. Но я же поняла, что она делает. Я включила музыку и потанцевала, у меня не получилось. Что мне нужно? Мне нужно запомнить ее движение. Сначала я долго-долго смотрю повторно, я запоминаю ее движение. И сразу танцую, все равно не получается. А теперь что? Мне нужно попрактиковать, немножко у зеркала стоять. Так, руки так, ноги так, оказывается. А потом только в музыку включить, и вряд ли с первого раза у меня красиво получится. Может, с 5-го раза уже получится. Вот это значит процесс запоминания и использования через практику. А когда начинается процесс использования, то есть время, когда орысша сөйлей берсең болады также, и вот тут начинаются свои проблемы. У некоторых это получается быстро. Они вот пробуют, получается, и все, уже они говорят, и все, окей. Я рада, что так быстро получилось, ура, да, и до свидания. А есть другие люди, они интроверты, они закрытые, они стеснительные, они боятся, у них страх сильный. И тут я начинаю чудить. С одной девушкой, я тут придумаю всякое. С одной девушкой мы договорились, что либо она каждый день отправляет мне видеообращение о том, как она провела свой день, что интересного было, либо она платит мне деньги каждый день, как штраф. Я сказала, либо ты научишься говорить на русском, либо я разбогатею. Она научилась. Видите, она пару раз и мне деньги перевела, то есть я тоже в прибыли осталась, но насчет случая с переводом денег, да, этот метод работает не у всех. И имейте в виду, поймите, что мы с этим человеком договорились, что давайте вот так. Я предложила вот такую ситуацию, и этот человек согласился, потому что иногда у человека очень большой страх, и победить страх очень сложно. А деньги мы любим. Никто не хочет давать просто так кому-то деньги. И тут идет выбор. Кому-то дать деньги или просто снять видео. Деньги, видео. И человек начинает снимать видео. И вначале это некомфортно, дискомфортно, это неприятно, страшно, не хочу, ничего не хочу, а потом процесс идет. И страх с каждым разом все меньше. Этот метод в данном случае очень хорошо сработал, очень хорошо. Были пару раз, когда она не отправила и скинула деньги, как и обещала, но